Привет всем выдумщицам и фантазеркам! Программа «Зеркальце» снова в эфире. Если тебя не увлекают походы по магазинам и шопинг, то попробуй сделать обновку сама. Что для этого нужно? Покопаться в шкафу и приложить фантазию. Меня зовут Юля, и если вы помните, в прошлой программе я вас познакомила с настоящими генераторами дизайнерских идей – Маша и Настя. Привет, девочки! Привет! Все, у кого есть ворох старых футболок, доставайте! У меня есть парочка. Держите. Сейчас в моду возвращаются шарфы-хомуты. Наши трикотажные маечки могут легко превратиться в этот аксессуар. Такие шарфы еще называют шарф-снуд или шарф-труба. Ну что, приступаем? Берем ножницы и смело режем. Режем наши футболки на полоски шириной 2 сантиметра. Конечно, хомуты с трикотажем мы делаем не столько ради тепла, сколько ради дополнения к своему стильному образу. Сам шарф был придуман для защиты от пыли и ветра. Его носят в жарких странах и повязывают, как правило, на голову, чтобы на сухом пыльном воздухе сохранить волосы чистыми. Когда шарф стал исключительно декоративным предметом, модницы стали повязывать его на плечи, на талию и на бедра. Французы носили и носят на шее шелковые платки и знают сотни способов, как их завязать. Кстати, они называются кашне. Это переводится «прятать нос». Но мы, девчонки, конечно же, ничего прятать не будем. Да. Только не делайте полоски слишком узкими, потому что вот такая трикотажная ткань на месте среза сильно скручивается. Кстати, о змейках. С иудейского слово «шарф» переводится как «ядовитая змея Серафим». Ничего себе! Странное название. Наверное, в то время шарфы были очень колючими. Ведь в то время шарфы вязали из шерсти. Но умение вязать нам сегодня не понадобится. Наш будущий шарф мы просто сплетем. Думаю, и у вязания, и у плетения найдутся свои любители. Каждые пару лет где-то появляются претенденты на книгу рекордов Гиннесса. Они вяжут самые длинные шарфы в мире. То 32 километра в длину, то 52, то все 60. А прадедушки современных шарфов 2000 лет назад вообще были просто кусками ткани. А в современной женской моде они появились благодаря мужскому гардеробу, причем солдатскому. Девчонки, дерзайте и смело режьте свои старые футболки, превращайте их вот в такую вот лапшу. Растягиваем и придаем им форму. Футболки больше не узнать, остались одни хвостики. Сейчас мы их раскладываем параллельно.
Вот мы сложили наши полоски в один такой хомутик. И при помощи ловкости рук делаем узелок. Раз, два. Находим серединку. Так, и у нас получается вот такой вот узелочек. Маш, помоги-ка. Вот. А это место, где у нас швы, мы спрячем при помощи такой же полоски. Мой шарф готов. Осталось помочь Маше. Завязываем узелки. Они должны быть как можно меньше. Узелки наши готовы. Мы их собрали в одном месте. Теперь мы их спрячем. Маша, помогай. Завязываем ленточку и плотно-плотно прячем наши узелочки. Наш желтый шарфик мы украсим красной лентой. Берем самую длинную. И переплетаем. Обматываем наш шарфик на расстоянии между полосками по 2 сантиметра. Последний узелок. У нас все готово. Смотрите, что получилось. А для этого нам понадобилось всего 2 футболки и немного фантазии, правда? Пока играет воображение, можно придумать еще сотню способов плетения таких шарфов. Ну что, примерим? Вау, мне очень нравится. Здорово. Итак, что нам сегодня понадобилось, кроме идей смастерить модный шарф? Разноцветные трикотажные футболки. Мы их разрезали узкими полосками и переплели между собой. Соединили концы шарфа и спрятали этот шов под оставшимся трикотажным лоскуточком. Вуаля! Шарф готов! Лови свои задумки, пока играет воображение. До новых встреч. Пока. Увидимся в зеркальце.